Народ жив, пока жив его язык. Здравствуйте, дорогие друзья! Салям, кадрлы достларым! Меня зовут Диляра Рахмаева. Я представляю социальный проект «Туантель». Мы экранизируем самый лаконичный самоучитель татарского языка, написанный русскоязычным автором. Подпишись на наш YouTube-канал, ссылка в шапке профиля. Һәм И. Парлы авазлар. Парные звуки «ы», «е» и «и». В татарском языке сочетание букв «ы» является твердой парой звука «и». По аналогии с русским хочется противопоставить «и», но в татарском языке «ы» противополагается «е», произносимому как а «и» противополагается «ы». Отработайте эти противопоставления и до четкого их ощущения. Давайте послушаем слова, запишем и заучим. Обый – дядя, старший брат. Ул ашый – он, она ест, кушает. Шундый – такой. Ю, я хәрефләренең әйтелеш үзенчәлекләре. Особенности произношения букв Е, Ю, Я. Буква Ю в начале слова и после гласной читается в твердых словах Ю, Юл, путь, дорога. Аю, медведь, мягких, Ю, Юэш, мокрый, Бию, пляска, танец. Буква Е в том же положении читается в твердых словах наиболее непривычно для русских. Ел, год, уян, игра. В мягких словах егет, парень, егерме, 20, бик, высокий. Например, высокая гора, высокий дом. Если начальное ю, я, е единственное гласное слове, то невозможно определить, читается она по твердому или мягкому типу. Поэтому в таких словах мягкость обозначается постановкой мягкого знака в конце слова. Запишите и заучите слова. Ешь – часто, ешь – молодой, либо же год при указании возраста, а не отрезка времени. Сүз төркемнәре, фигыль, части речи, глагол. На третьем уроке мы установили, что спрягаемой основой глагола является форма третьего лица единственного числа местоимением «ол». Все личные окончания добавляются к этой форме. Бірліксан – бірінші зат. Мин – тыңлыйм, икенче зат. Син – тыңлыйсың, үшінші зат. Ол тыңлый. Күпліксан – біз тыңлыйбыз, сіз тыңлыйсыз, олар тыңлыйлар. Либо же олар тыңлый. Таким образом, чтобы спрягать глагол, надо знать, какую форму он имеет в третьем лице единственного числа. Буйрак фигель – глагол повелительного наклонения. А эта форма образуется от глагола в повелительном наклонении, единственном числе. Например, утар – садись, тыңла – слушай, бир – дай, эшле – работай, делай. Следовательно, повелительное наклонение глагола одновременно является корнем, от которого образуется спрягаемая основа глагола, то есть третье лицо единственного числа. Это положение необходимо твердо запомнить. Фигель терлянешінің ясалышы. Образование спрягаемой формы глагола. Правило образования спрягаемой основой от корня заключается в следующем. Если в повелительном наклонении глагол оканчивается на согласную, то в третьем лице единственного числа он оканчивается на «а», если слово твердое, и на если слово мягкое. Например, утар – ул утыра, бир – ул бире. Рассмотрим еще один вариант. Если в повелительном наклонении глагол оканчивается на гласную, то в третьем лице единственного числа он оканчивается на «и». Например, тыңла – ул тыңлый, эшле – ул эшли. Запишите следующие глаголы в повелительном наклонении, указывая в скобках окончание в третьем лице единственного числа. Обратите внимание, что все они в повелительном наклонении оканчиваются на гласную, а в третьем лице единственного числа на и. Башла – башлы – начинай. Яса – ясы – делай.
Уйна, уйны, играй. Жерла, жерлы, пой. Тыңла, тыңлы, слушай. Аша, аши, ешь. Ела, елы, плачь. Эшле, эшли, работай, делай. Яше, ящи, живи. Также запомните следующие слова по тому же принципу. Босс, босса, встань, то есть встать куда-то. Йод, ята, лежи, ложись. Ощ, оща, открой. Бар, бора, иди, поезжай. Утыр, утыра, садись, сиди. Ярат, ярата, люби. Ал, ала, возьми, бери, получи. Күр, күре, видь. Бел, беле, знай. Бир, бире, дай. Киль, киле, приходи, езжай, подойди. Эш, эше, пей. Эйт, эйте, скажи, говори. Кер, кере, заходи, войди. Буйрык фигыльнең юклык тере. Отрицательная форма повелительного наклонения глагола. Отрицательная форма повелительного наклонения образуется добавлением к утвердительной форме аффикса «moi-me». При этом ударение падает на слог перед этим аффиксом. Ал, алма, возьми, не бери. Жерла, жерлама, пой, не пой. Бир, бирме, дай, не давай. Эшле, эшлеме, работай, не работай. Особое внимание следует обратить на то, что у двусложного глагола ударение в отрицательной форме переходит с первого на второй слог. Всем спасибо за внимание. Если вам было полезно, поддержите нас лайком и репостом в своих социальных сетях. Спасибо!